Здравствуйте, на ТНВ новости, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. О трудностях извлечения и технологии привлечения. Мы заключили проект в Колумбии, в Китае проект, да, вот Стахнефтью проект, по использованию катализаторов под землей. До чего дошел прогресс у нефтяников, узнал Дмитрий Аринин. Безопасный ли проезд? Ломается, но надежнее, чем пазики раньше были. Техническое состояние татарстанских автобусов и их средний возраст, выяснял Салават Мухаммадуллин. С курорта с рвотой. Вирус опасен, заразен первые 5 дней где-то, пока еще непонятны симптомы. Какой вирус везут татарстанцы из-за рубежа? О причинах и последствиях узнавал Рамиль Шайдуллин. Ура, дождались! Наконец-то лето наступило! Как казанцы встретили долгожданную жару, узнала Алина Бережная. Сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал обращение Госсовета Татарстана к Владимиру Путину. Цитата. «Позиция будет сформулирована и озвучена соответствующим образом». Отвечая на вопрос журналистов, ожидается ли встреча главы государства с руководством Татарстана, Дмитрий Песков ответил, что в ближайшие недели пока не планируется. Особое внимание пресс-секретарь уделил юридическому спору вокруг даты истечения договора. 24 июля по дате подписания или 11 августа по дате его публикации. Цитата. «Некоторые эксперты склоняются, что более корректно рассматривать 11 числом. Но в данном случае важно не это. Здесь нет смысла цепляться за днем. Концептуальная позиция будет сформулирована и озвучена», сообщил Песков. Напомним, накануне депутаты Госсовета Татарстана обратились к Владимиру Путину с просьбой сохранить существующее наименование высшего должностного лица республики и создать специальную комиссию. Ее задача – разрешить правовую коллизию, которая возникнет в случае, если не будет продлен договор о разграничении полномочий между республикой и федеральным центром. 17,5 миллионов тонн нефти добыли в этом году в Татарстане. Это немного больше, чем ранее. Итоги озвучили сегодня на ежегодном нефтяном саммите в Бугульминском районе. Поговорить о положении дел в отрасли и к чему она должна стремиться во главе с Рустамом Миннихановым собрались сотни специалистов промышленности и науки. До чего у нефтяников дошел прогресс, Дмитрий Аринин. Добыча нефти остается источником солидного дохода и основой экономики республики. Вот только этот процесс становится все более трудоемким. Дело в том, что нефтяникам все чаще приходится сталкиваться с трудноизвлекаемыми запасами. Как говорят в Татарстане, миллиарды тонн нефти, и это на сотню лет. Но в основном это сверхвязкая, битумная и сланцевая нефть. Традиционно нефти более миллиарда тонн, трудноизвлекаемых, они тоже трудноизвлекаемы. Сегодня легких нефтей практически нет. Как быть с таким крепким орешком, обсуждали на саммите. Здесь презентовали технологию, что уже появились, и прогнозировали, что еще можно сделать. Главное, как говорят сейчас, цифровизация нефтяной промышленности, то есть внедрение компьютерного моделирования и мониторинга процессов. Все говорят о цифровой технологии, мы видим, что это не разговоры, а наша нефтяная компания уже конкретно работает в этом направлении. Еще ученые из КФУ придумали своего рода подземный завод по переработке нефти. С помощью катализаторов ее делают менее вязкой. Технологию уже в этом году должны применить добывающие компании. Идея такая казалась фантастической. Мы заключили проект в Колумбии, в Китае проект, да, вот Стахнефтью проект, по использованию катализаторов под землей. Сейчас нефтяная промышленность Татарстана – это 1500 добывающих и перерабатывающих предприятий. В этом году в республике уже добыли 17,5 миллионов тонн нефти. В будущем объемы собираются наращивать, и в помощь как раз будут новые технологии. Дмитрий Арин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Бугульминский район. На юго-востоке Татарстана президент сегодня находился с раннего утра. До начала нефтяного саммита Рустам Минниханов побывал на новоселье в Бугульминском районе, принял участие в открытии детского технопарка в Альметьевске и успел на Олимпиаду геологов. Обо всем по порядку. Аделя Коломеец. Не дом, а сказка. С покупкой лично поздравляет президент Татарстана Ильгам Игалия. Давно планировали собственный дом с прилегающей территорией. Все упиралось в деньги. Теперь бесконечные слова благодарности Татнефти. Мечта осуществилась. Все условия есть. Газ, вода, свет, свой огород, 10 соток земли у каждого у нас вот. Домами в поселке Карабаш обзавелись 17 семей, почему бы и нет. Работникам Татнефти их предоставляют по программе соципотеки. Половину от стоимости жилья оплачивает предприятие. Проект пилотный. Всего будет построено 40 домов. Для работников Татнефти это очень хорошие условия. А это
Это уже Альметьевск, молекулярная кухня. Юные кулинары учатся готовить свекольные роллы, апельсиновые клубничные спагетти. Дети будут подходить с точки зрения науки к обыденным вещам и продуктам. И это будет изысканно и неповторимо. В одном месте наука объединит сотни детей. Нанотехнологии, нейрохирургия, беспилотная авиация. Теперь это доступно в детском технопарке. Сегодня его торжественно открыли в Альметьевске. Это один из самых больших кванториумов страны. Отстроили за 7 месяцев. У нас 11 направлений детского творчества, детско-юношеского творчества. Это кройка шитье, домоводство, ботаника, зоология. Кроме этого, у нас еще 5 квантумов. Кванториум построили в рамках частно-государственного партнерства. В проект лично вложился Шафагат Тахаудинов, долгие годы руководящий Татнефтью. В перспективе открыть еще 3 квантума. Обучать готовы до 1500 детей в месяц. Главная цель – отыскать юных ученых, за которыми будущее республики. А здесь таких талантливых и способных сотни. Основы нефтяной геологии эти дети изучают не первый год. Знаниями предстоит блеснуть на Республиканской олимпиаде юных геологов. Сегодня день открытия. Я уверен, что профессия геолога – это не просто вот после 10 класса, 11 класс сегодня. Значит, принимает решение, идет и становится геологом. Наверное, это не так. Надо вот со школьной скамьи погрузиться и полюбить эту профессию. 36 команд в борьбе за звание лучших. Есть представители Крыма, Казахстана. В течение 5 дней их ждут конкурсы по минералогии, палеонтологии, радиометрии. Адрекламиц, Фуат Гасин, Булат Шефигулин, ТНВ, Альметьевск, Бугульминский район. Новые правила перевозки детей. Теперь в России их можно возить без детских автокресел, а только пристегнув ремнем. Правда, лишь на заднем сиденье, и если ребенку не меньше 7 лет. Рядом с водителем может находиться ребенок с 12 лет. В силу новые правила вступили сегодня. По ним же запрещается возить детей и на заднем сиденье мотоцикла. Одними из причин утверждения изменений – опасные ситуации, в которых до этого дети оказывались, оставаясь в транспорте одни. И пусть дети подождут. Правительство России отложило законопроект запрета на перевозки детей автобусами старше 10 лет. Тем временем число жертв ДТП из-за технической неисправности транспорта по стране растет. В печально известной трагедии в Заинске в исправности автобуса еще никто не уверен. Почему любая поездка может стать билетом в один конец? Салават Мухаммадуллин. Современный, довольно симпатичный снаружи, немного грязный внутри. Это описание подходит большинству татарстанских автобусов. Нареканий особых вроде нет, но практика статистикой не подтверждается. Количество ДТП из-за технической неисправности транспорта растет. На 23% выросло и число жертв среди детей-пассажиров автобусов. Это цифра по России. Это в основном человеческий фактор. Андрей Сизяков каждый день колесит на 36-м казанском маршруте. Говорит, без аварий не обходится. Только в столице за прошедшие полгода ДТП с автобусами больше полусотни. Погибли 2 человека, а 66 были ранены. Однако на технику ответственность стараются не перекидывать. Техника есть техника, ломается, но надежнее, чем пазики раньше были. Те самые старые автобусы можно встретить на междугородних перевозках, но за их техническое состояние водители ручаются своей жизнью. Потому что такие дальние расстояния я бы не поехал. По мере возможности ремонтируем сами, а так стабильный то 2 раза в месяц. Плюс где-то примерно там раз в неделю загоняем в сервис. Технический осмотр столичные автобусы должны проходить ежегодно. Так ли это на самом деле? С этого дня в Казани начинаются рейды по стихийным автовокзалам. Благо, поводов предостаточно. Бывают мелкие недочеты, негорящие лампочки, разбитые стекла. Но встречаются и такие, у которых встречаются вышеназванные неисправности, как рулевая и тормозная. В таких случаях мы исключаем из движения данные транспортные средства. Но таких мер, похоже, недостаточно. Так или иначе, в целом по России статистика ДТП с автобусами не внушает оптимизма. Отмечается рост ДТП со средствами, которые обязаны проходить осмотр, например, с автобусами, которые перевозят пассажиров. Подливает масло в огонь и решение правительства о переносе законопроекта запрета на перевозки детей автобусами старше 10 лет. Мы не можем оставаться безучастными к росту числа аварий с участием старого автотранспорта. В Татарстане ежедневно больше 700 автобусов перевозят детей. Почти 80% из них иномарки. Остальные – это «Газели» и автобусы марки КВЗ. Узнать средний возраст хотя бы казанских автобусов из первых уст нам не удалось. Мне поручения не давали давать интервью. На ваш вопрос письменно ответ дадим. Письменного ответа мы сегодня так и не дождались. Замалчивание информации наталкивает на мысль, что эта статистика скорее неблагополучна. Мы будем следить за этой темой. Салават Мухаммадуллин, Марат Саидгараев, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.
Отдых детей под особым контролем. Летний оздоровительный лагерь – объект пристального внимания. Сотрудники полиции там бывают часто и не по требованию тревожной кнопки. Сегодня с проверкой они посетили Дзержинец. Условия проживания детей, техника безопасности и документация на персонал – все под контролем. Почти 17 тысяч несовершеннолетних в республике переданы на время отдыха под опеку организаторам летних лагерей. Сейчас заканчивается вторая смена для более 200 школьников. Из Турции с сыпью, рвотой и жаром в Татарстан проникла группа энтеровирусов коксаки. Внешне похожа на аллергию, она бьет по коже, волдыри, шелушение, как у скарлатины. По иммунитету температура поднимается до 40 градусов. Заболевшие в Казани, Нижнекамске и Челнах. Почему вирус застиг их практически одновременно и чем он грозит? Рамиль Шайдулин. Заразили вообще 10 человек. Так для Самойловых закончилась поездка в Турцию. От моря и отеля остались сыпь и температура, а еще кипа анализов и вынужденная госпитализация. Когда уже заразился мой сын от меня, мы обратились в детскую поликлинику, так как меня тоже госпитализировали в больницу, и там нам не поставили диагноз, сказали, что это аллергическая реакция. За аллергию у малыша врачи приняли то, от чего сегодня буквально бросает в жар. На фото двухнедельной давности уже не сыпь, а подобие язвочек. От зуда и температуры спасали мази и жаропонижающие. Тогда и сошлись на одном диагнозе – коксаки, загадочные инфекции из Турции и Таиланда. А мы в лаборатории, только здесь можно выяснить наверняка, что за вирус заражает целые семьи, ведь коксаки легко перепутать с банальным ОРВИ. Признаки те же, а только последствия другие. Подъем энтеровирусной инфекции мы наблюдаем каждый год. В летний период мы наблюдаем явление экзантемы, то есть сыпи на кожных покровах, с частой локализацией именно на подошвах и стопах и в сочетании с этих же высыпаний на слизистой оболочке или слизистых полости рта. Те же симптомы в Нижнекамске и Челнах, те же сыпь и жар, а где-то еще и отек ног. Коксаки у десятков татарстанцев, но пока эта информация из соцсетей врачами не подтверждается. Мы эти результаты получаем только к концу года. То есть у меня нет информации, сколько у нас эхо, сколько у нас эхо-30, сколько у нас коксаки. Их очень много этих видов. Информации у нас нету. Вы ни у кого это не найдете. Купаться где разрешено, пить кипяченую и бутилированную воду, мыть фрукты, овощи и руки. Врачи советуют, как себя вести, чтобы не оказаться в списке энтеровирусных больных. Ведь не в курортах дело. По словам медиков, заразиться подобным вполне возможно даже у себя дома. Рамиль Шайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Сегодня 211 пассажиров были доставлены в зал ожидания аэропорта турецкой Анталии. Во время буксировки самолета Airbus 321 рейса Казань-Анталия экипаж ошибочно включил ручной тормоз. В итоге у лайнера были повреждены передние стойки шасси. Администрация авиакомпании Atlant Global решает вопрос о доставке пассажиров в ближайшее время. С новым именем, амбициями, но старыми принципами. Сувар Девелопмент выходит с новым именем Сувар Строит. Теперь клиенты и партнеры точно знают, чем занимается компания. Принципы старые – строить жилые объекты надежно и качественно. Историческая гостиница в обновленном виде. Сувар Строит сегодня показал новый жилой объект в центре Казани. Теперь гостиница «Казанское подворье», дом на 60 квартир. На реконструкцию инвестировано более 1,5 миллиарда рублей, что позволило сохранить всю историческую концепцию. Стена была полностью разобрана, и вот тот декор, который вы сейчас видите, он полностью восстановлен в том первозданном виде, который был до начала реконструкции, с учетом еще тех фотографических материалов. Объект с внушительной историей, но полностью современный. Например, парковка находится на крыше, где центр Казани как на ладони. В обновленном здании расположился и офис компании Сувар Девелопмент. Теперь на рынке с новым именем Сувар Строит. Показать людям, дать такой основной посыл, непосредственно чем наша компания занималась и будет заниматься. То есть мы строительная организация, мы строили, да, мы строим, мы собираемся в будущем строить. С новым именем, но старыми принципами. Уже в ближайшие 2 года компания планирует сдать еще 120 тысяч квадратных метров жилья. Это новости Татарстана на ТНВ и далее в выпуске. 126 договоров в одни руки. Это для нас тоже оказался нонсенсом, потому что такого не встречалось еще. Кто в Татарстане пренебрегает антимонопольным законодательством, выясняла Александра Севастьянова. Ура, дождались! Наконец-то лето наступило! Как казанцы встретили долгожданную жару, узнала Алина Бережная.
126 договоров, один исполнитель. УФАС сегодня подвел итоги за первое полугодие. Лидерами среди городов и районов по выданным антимонопольщиками предупреждениям стали Набережные Челны и Верхний Услон. При этом чаще всего антимонопольное законодательство нарушает при предоставлении земельных участков. Кто и как законно избегает наказания законом? Александра Севастьянова. Предоставление земельных участков между антимонопольщиками и муниципальными властями стало камнем преткновения. Это самый часто нарушаемый аспект первого полугодия 2017-го. Лидирует по выданным ФАСам предупреждениям Набережные Челны и Верхний Услон. Тройку замыкает Сармановский район. Чаще всего замечания муниципалитеты получают за нарушение земельных отношений, аренду имущества и оказание госуслуг. Говорить о том, что в этих районах всегда есть нарушения, и самые злостные нарушения, это будет неправильно. Это просто наибольшее число выявляемых нарушений на основании, в том числе проверок, в том числе по результатам рассмотрения обращений граждан. За первое полугодие антимонопольная служба возбудила 113 административных дел. Общая сумма штрафов превысила 4 миллиона рублей. 20% всех нарушений – это заключение контрактов до 100 тысяч рублей. Для них по закону не нужно проводить торги. Отсюда и лазейка – дробить крупные договоры. В одном муниципалитете умудрились заключить 126 договоров с одним и тем же хоссубъектом в течение года. Это мы обнаружили это, и это для нас тоже оказалось нонсенсом, потому что такого не встречалось еще, чтобы один хоссубъект выполнял все муниципальные заказы практически в одном районе. В каком именно районе Татарстана так грубо нарушили антимонопольное законодательство, представители УФАС пока не разглашают, соблюдают презумпцию невиновности. Сейчас разбирательство по данному делу продолжается. Александра Севастьянова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Татарстанские озера нуждаются в кислороде. Чтобы не повторились случаи прошлогоднего мора рыбы, экологи вооружились аэратором. Это устройство для наполнения водоема кислородом. Пилотной площадкой для испытаний экологи сегодня выбрали озеро на территории 7-й горбольницы. Как человек пришел на помощь природе. Далее в репортаже. Озеро Чайковое, что в Новосавиновском районе Казани, сегодня дышит полной грудью. Как аппарат искусственного дыхания – аэратор. Он создает в водоеме течение. При этом ликвидируется расслоение воды по температуре. Водоем становится более однородным. И после установки этого аэратора мы о проблеме гибели рыбы от замора можем забыть. Это пробный запуск аэратора. Для проверки экологи берут пробы воды до и после его работы. В планах у охранников природы использовать такие кислородные маски для воды на самых грязных водоемах республики. Мы берем анализы и смотрим визуально, где большинство обращений у нас приходит граждан, на какие озера. Мы будем их решать, кто больше всего, какое озеро больше всего нуждается в принятии таких мер. По заверениям разработчиков аэратора, работать он может круглосуточно. Жара не помеха. Так лето на самом деле покажет лето, которое, кажется, наконец наступает. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Жизнь продолжается. В этом уверен казанец Игорь Кондарев. В инвалидном кресле он встречается с друзьями, занимается физкультурой и путешествует. Даже женился в коляске. Забота супруги, поддержка государства и все возможно. Как стираются границы и где помогают? Лина Зинатуллина. Почему грустная? Она даже очень счастливая. Свою историю Игорь Кондарев рассказывает с улыбкой. В инвалидном кресле он встретил любовь, о которой многие только мечтают. 3 года назад парень чуть не погиб в аварии. Тяжелые травмы, комы, месяцы в больнице. На помощь тогда пришла сестра друга. Аделя увидела парня во сне, а он увидел в ней будущую супругу. Он там лежал, весь в трубках, лысый, худой. На меня смотрят, глаза такие, а ты, говорит, что тут делаешь? В эту ночь до утра почти проболтали, как лучшие друзья. Что-то разговаривали, так легко было. Как будто родные души. С тех пор каждый день вместе. Как раз здесь год назад пара сыграла свадьбу. Счастливой семейной жизнью телятся в Инстаграме с тысячами подписчиков. Но от забот никуда не деться. Реабилитация, инвалидные кресла и другие нужды. В чем-то помогает государство. Коляску разместили, электрическую. Рады то, что есть такая вот функция возмещения денег. В этом году 45 миллионов рублей в виде денежных компенсаций и не только. Путевки в санатории, коляски, трости, слуховые аппараты. Всем этим инвалидов бесплатно обеспечивает фонд социального страхования. Если брать 2017 год, первое полугодие 2017 года выделено более 400 миллионов рублей на эти средства. Выдано более 8 миллионов
изделий. За положенным по закону в фонд соцстрахования получить помощь могут дети-инвалиды и другие федеральные льготники. Из документов понадобится заявление и индивидуальная программа реабилитации, полученная в медучреждении. Алина Снатульна, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Награды за особый вклад в подготовку и проведение Кубка Конфедерации. Сегодня в Татмеде чествовали представителей СМИ. Среди лучших и наша коллега, корреспондент новостей Александра Севастьянова, а также руководитель программы «7 дней» Тимур Бекмурзин. Вместе с ними в пресс-центре работали еще несколько сотрудников нашего телеканала. Все они получили награды из рук руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмеде Айрата Зарипова. Дождались. Череда холодов с проливными дождями закончились. Сегодня с раннего утра Казань греется в лучах солнца. Нетерпеливые горожане, вопреки еще холодной воде и не до конца прогретого песка, открыли пляжный сезон. Наконец-то лето наступило. Мы так ждали это лето. И вот оно. Наконец-то лето наступило, дожди надоели. Так хорошо, весело с детьми погулять, отдохнуть. Наконец-то оно прилето, наконец-то оно прилето, прикатило на велике лето. Счастье в большинстве. Наш телеканал продолжает цикл сюжетов о жизни многодетных семей республики. Если вы, ваши знакомые или соседи хотят попасть в объектив проекта «Большая семья» и принять в ней участие, звоните в нашу редакцию. Телефон 570 50 17. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Последние селфи. Девочка сорвала с крыши 9-го этажа дома, делая снимки. Подробности через несколько минут. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Далее выпуски «Спорт» и прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август. Пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары, махсус кунаклар, уен көлке. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәргә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Баштана 18 сәгатьтә. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Уважаемые абитуриенты, Российский исламский институт объявляет набор по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол, любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч, поздний завтрак, 0+. 18-й республиканский фестиваль кряшинской культуры Петрау приглашает вас за незабываиемыми эмоциями. Самые популярные артисты, народные гуляния, конкурсы, подарки, батыры и красавицы в селе Изюри Мамадышского района. Ждем вас 14 июля в 17 часов. Только до конца июля. Лада Гранта с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Двое мужчин в доме
а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. Международная федерация плавания ФИНА утвердила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 или 2024 году. Среди кандидатов еще Будапешт, Тайбэй и Гонконг. Окончательное решение ФИНА должна принять уже очень скоро, 17 июля этого года. Тем временем завершился 4-й этап ралли «Шелковый путь». Самый длинный маршрут протяженностью 908 километров позади. Сразу 3 экипажа команды «КамАЗ-Мастер» участвовали в спасательных операциях. Челнинцам приходилось поднимать перевернутые джипы. Отсюда не совсем удачный финиш. Экипаж Эдуарда Николаева в итоге стал 4-м. В категории грузовиков лидерство вновь захватил Мартин Коломы. Всего 21 секунду проигрывает ему Жерар Дурой. Команда «КамАЗ-Мастер» расположилась с 4-го по 7-е места в итоговом протоколе. Немножечко пришлось присброситься, потому что после него еще видел джипы. То есть дальше пошел дождь, стало грязно очень сильно, стало скользко. И вот приняли решение, что немножечко нужно проехать более надежнее, поэтому присбросились. От газона к песку 2 клуба из столицы Татарстана впервые приняли участие на турнире чемпионата России по пляжному футболу. Дебют казанских футболисток получился не результативным, но ярким. Команды «Мирас» и ДЮСШ Вахитовский разыграли между собой 7-е и 8-е место. Переход от футбола обычного к пляжному дается нелегко. Как правило, на песке затрачивается куда больше энергии, полет мяча непредсказуем. Среди мужчин пляжный футбол в России популярен давно. Наша основная команда – неоднократный чемпион мира в этой дисциплине. А девушки начали подтягиваться на пляже относительно недавно. В результате татарстанские команды замкнули таблицу, а чемпионами турнира в рамках 3-х пляжных игр в Казани стала питерская команда «Звезда». Если честно, 1 раз потренировались, его попробовали. Что к чему так времени нет, мы большой футбол играем, зимой мини-футбол. В этом году решили попробовать. И в завершении новости стендовой стрельбы. В Кургане продолжается розыгрыш 5-го этапа Кубка России. В 3-й день соревнований женщины разыграли комплект медалей в ските и весь пьедестал почета заняли воспитанницы татарстанской школы стендовой стрельбы. Очередную красивую победу одержала Светлана Демина. Поразив в квалификации 71 мишень из 75 возможных, самая титулованная спортсменка нашей республики выиграла в золотом матче у лидера Лады Шкварталовой 52-51. Бронза в активе Зили Батыршиной из Сабинского района. В шаге от пьедестала остановились и 2 других татарстанских стрелка. Екатерина Комарова на 4-м месте, Ольга Фирсова на 6-м. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в «Данил Мастер». Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике установится теплая и ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана будет малооблачно, без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем же до плюс 23. На северо-востоке малооблачно и сухо, ночью плюс 11, днем температура воздуха составит плюс 24 градуса. На севере республики без осадков и очень тепло. Ночью до 9 градусов выше 0, днем же температура воздуха составит плюс 24 градуса. На северо-западе республики малооблачно, осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха составит плюс 10 градусов, днем будет до плюс 25. На юго-западе солнечно, без осадков, ночью плюс 11, днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В центральном районе республики ожидается переменная облачность, осадки будут маловероятны. Ночью плюс 10, днем до плюс 25. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается.
Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров, посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. В предстоящие сутки в Казани ожидается ясная погода. Ночью будет до 13 градусов тепла, днем до плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 61%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.